Давайте. Ща будем все пересмотрим. Я уже давно не это. И вот это я, кстати, тоже не видела. Ладно, Здорово! давайте. Представь, что ты просто играешь на... Так, стоп, надо музыку. Музыка не сдвинется с мертвой точки. Здорово! Представь, что ты просто играешь на сервере, и вдруг фейерверки стали дефицитом. Вот же ж забава, да? А нам это как бы и представлять не надо. На нашем сервере больше не спаунятся криперы, гасты и любая мракобесия, которая раньше приносила нам порох. И нет, мы не выбирали этого. Если хочешь узнать, как это вышло, то смотри этот видос. Только после просмотра этого. Понятно? Но мы, конечно... То громко, то тихо, ща. Вот так нормально? Конечно, не лишены возможности найти порох в натуральной генерации, ведь спаунится он в различных данжах. Только вот искать его в данжах — это полный абсурд, ведь потратишь ты гораздо больше времени, чем добудешь ресурсов. Но порох еще можно покупать у странствующего торговца. Но это, конечно же, если ты сможешь его найти. Об альтернативных методах перемещения я вообще молчу. Мы в 2023 году, алло, какие лодки с вагонетками? Можно быть, из кафе прокатишься. Смотри какой. Да и запас моих фейерверков оставлял желать лучшего. Ты посмотри, тут ничего практически нету. Но в целом фейерверки до сих пор можно купить на спауне. Да, иди купи, 2 стака алмазов, 1 шалкер стоит. Нормально. Купи ему, говорит. И если отмотать время на 2 года назад, то можно увидеть меня молодого. Мне уже 22 года, господи. Тоже мне А старик еще можно нашелся. увидеть ролик, который я нашел в ТикТоке, в котором говорилось, что при помощи вот этой вундервафли можно летать без фейерверков. Кстати, не к автору бумажка. Но если можно что-то делать бесплатно и не затрачивать на это больших ресурсов, то я, как всегда, в деле. Звучит. Запомни, все в дом, все в семью. Еще одним фактором, из-за которого я решил построить эту штуку, является простота конструкции. Ведь я не очень-то и силен в механизмах. Так, ну шо? Ага. Что-то пока не выходит, подожди. Нифига. Не, ну так-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Именно в этот момент я понял, насколько это офигенная штука. Но, естественно, ее нужно протестировать на сервере. Ну и в качестве полигона для тестов я выбрал свой грибной остров, чтобы другие игроки за мной не подсматривали. Вообще, если все получится, я и в прямом, и в переносном смысле буду на 7-м небе от счастья. Ой, как хорошо. Блин, а классно. Отлично. О, в итоге все сработало. И эта Неплохо. штука работает также и на нашем сервере. И с ее помощью я смогу пролетать тысячи блоков, Привет, не добро используя пожаловать. фейерверков. И в этот момент я хочу кое-что уточнить. Это даже лучше Space Shield. Не, понимаете, Space Shield мы не можем использовать в повседневных целях, а вот такие штуки можем. В этом и прикол. Зачем нам лететь на 3000 вверх? Зачем? Типа, если мы хотим просто по спавну перемещаться, ну, до дома, обратно и так далее. Вот это в целом звучит как решение проблемы. Ребята, я не меряюсь письками за квелем. Возможно, кто-то не знает, но на нашем сервере есть вот такая... громадина, и ценой всего лишь одного тотема она может отправить человека на десятки тысяч координат. Короче, банально эти две штуки не поддаются сравнению. Это как сравнивать космическую программу НАСА и космическую программу Замбии. Ребята, я с вами. В общем, я просто расцениваю это как способ экономии фейерверков. Кстати, ты тоже можешь экономить, если будешь пользоваться торговой площадкой G. Опа. Что это? И спасибо, что посмотрел рекламу. На следующий день я думал, что буду заниматься своими привычными делами. Но Заквель позвал нас протестировать пушку. И я бы хотел вам рассказать, как она работает, но единственное, что я знаю, так это то, что она делает выстрелы через любое расстояние. Ну и при помощи этой пушки Заквель хотел выстрелить в радиоактивную яму Обсидиан Тайма. А Обсидиан Тайм вроде как был не против. Мы не будем сегодняшний день праздновать через год. Я не хочу Официально этого. объявляю этот день днем руин. Шутки эти оказались пророческими. И нет, взрыв-то прошел удачно. Но вот через несколько секунд все, кто находились рядом с ямой, начали умирать. И ваш покорный слуга, к сожалению, тоже. У меня все зависло, Майнкрафт. У меня мало FPS. Ой-ой-ой! Все разнесло. Мы заметили. Чего?
Это могло означать только Ау. одно. Действующая зона радиации была расширена. И вы сейчас такие задаетесь вопросом, а как это вообще относится к перелетам без использования фейерверков? Я вам отвечу. Напрямую. Через несколько минут после взрыва мы обратили внимание, что элитры начинают схлопываться по всему серверу. И если раньше ты пролетал над ямой, они закрывались, то теперь они закрываются абсолютно в любом месте. А это, в свою очередь, может испортить мой план. Благо, элитры схлопываются не постоянно, а с какой-то неопределенной периодичностью. Но это я рассказываю вам только для того, чтобы объяснить, почему же производительность этой штуки немножко снижена. Ну и, скорее всего, часть из вас собралась здесь, чтобы узнать, как же строить эту штуку. И тут смотри внимательно, потому что я буду объяснять для чайников абсолютно каждое действие. И если ты чего-то не поймешь, то, братан, у меня для тебя плохие новости. В общем-то, строительство начинается с платформы 3 на 3 блока. На нее мы ставим по 2 ограды с каждой стороны, в сторону, в которую у нас будет производиться разгон. Позади этих оград по центру мы ставим один блок и сверху на него блок ступеней. Для чего он понадобится, я расскажу чуть позже. Потом на одну из оград мы вешаем 2 таблички. Одну спереди и другую сбоку. Это будет удерживать 2 плотных блока воды, которые мы разместим. Сверху же на боковую табличку мы ставим раздатчик. Позади размещаем платформу 3 на 3 блока. На этой платформе... Блин, мне кажется, я эту штуку даже буду использовать в это... Опа, а вебка-то куда ушла? Я эту штуку, мне кажется, и можно и в выживании в обычном сделать. Вот сделать целое видео по этой штуке. Тебе что-то не нравится? Слышь ты, умный такой? Сойди, это самое, халат готовь. мы делаем зацикленный сигнал, но пока что не подключаем к Погладь его там, я раздатчику. не знаю. Ну а после этого нам Постирай. нужно поставить 5 сундуков возле раздатчика. И я советую изначально не использовать воронок. Мы просто берем и заполняем каждый слот сундука лодкой. Нужно их будет аж 135 штук. Короче, 11 стаков досок тебе должно хватить. И как только ты заполнил все сундуки, можешь смело подключать их воронками к раздатчику. Ну а далее просто подключаешь наш зацикленный сигнал к раздатчику. Потом просто ожидаем, когда раздатчик выплюнет все наши лодки. После этого нужно будет избавиться от конструкции, которую мы сделали для размещения лодок. То есть сундуки, воронки, раздатчики, все мы это сносим. Спереди ставим несколько стеклянных панелей. Это нам понадобится. Теперь же возвращаемся к тому самому поршню, который мы поставили в начале. И просто его активируем. Это нужно для того, чтобы аккуратно выдвинуть наши лодки вперед. Но еще нам нужно дополнительно прижать наши лодки вниз. Для этого мы ставим поршень, который будет смотреть вниз. Ставим под него стеклянную панель и активируем его. Стеклянная панель должна оказаться в этом положении. Ну а сверху на эту стеклянную панель мы ставим 2 блока. А при помощи стеклянных панелей по бокам мы просто делаем стеклянный спуск. И по сути, все. Осталось только снести вот эту нижнюю Да, лодку. очень И легко. если ты все делал правильно, то по идее у тебя должно работать. Но я не могу обещать тебе, что это будет работать на абсолютно всех серверах. В одиночном режиме и на MyShield такая возможность имеется, поэтому остальные тесты в твоих руках. А еще будь с этим немножко аккуратен, потому что лодки немножко съедают FPS. И пока я объяснял вам, как же построить этот пусковой механизм, за кадром я проектировал вышку. Ведь чем... Я наткнулась на эту штуку совсем недавно. Я думаю, что это за... Подождите. То есть там, знаете, вот эта башня огромная, и все из этого вот та штучка. Трезубец натягун. Во-первых, у нас вода бьет, дождь бьет, убивает, я бы сказала. Короче, это вполне себе неплохой вариант. Выше ты находишься, тем дальше ты сможешь пролететь. Но какую-то громадину по типу небоскреба я, естественно, делать не стал. И высота этой вышки составляет 58 блоков. И я хотел, чтобы можно было комфортно хотя бы перелететь мой купол. Потому что тестовый вариант пускового механизма я буду располагать возле нашей с кроликом территории. По материалам не стал брать чего-то удивительного. Во-первых, потому что мне не надо было бы добывать эти ресурсы, потому что они у меня все есть. А во-вторых, потому что я строю эту вышку в первый раз. И если бы я правда был настоящим билдером, то мог бы рассказать вам, наверное, многое о процессе ее создания. Но единственное, что могу, наверное, добавить, так это я брал обычные какие-то повседневные блоки, которые мы видим повсюду, и пытался сделать из них какую-то интересную картинку. Я думал, ты будешь выглядеть как вообще фуфло какое-то лютое, но вроде нормально. Вроде не Нормально совсем вроде. плохо. Потом я приступил к созданию первого пускового механизма, и тут началось. Я не понимаю, но что-то не так. Может быть так? Что ты делаешь? О боже! Ау. Это что собирать? Несколько же дней назад работало, сейчас что-то не так. Лодки как будто не так падают в этот раз. Я поняла, что... Блин, как мне... О, господи, серьезно? Лодки же теперь не держатся на воде, а там они должны быть... Жесть.
Ладно. Я очень долго мучился с тестами. Я думал, что я перепутал сторону света, потому что это влияет на некоторые механизмы в Майнкрафте. И я подумал, что я делаю что-то не так. Но Грустно. ответом на мой вопрос стала вот эта нарезка. Вода начала бить. И если ты очередной человек, который Очень хочет меня грустно. спросить, как я теперь живу в куполе, с кайфом, бро, ты не первый, кто это спрашивает. А теперь обрати внимание Как же я живу под водой, а? на вот этот момент из нарезки. Понимаешь, что это значит? Я искренне надеюсь, что я сейчас увидел, это просто типа, ну, она случайно как-то потонула. О, понятно, да. Я думал, я дебил уже совсем. А как это будет работать, если я в нее сяду? Ну-ка. А, ну понятно. О, боже. Я потратил на это столько времени. Я, честно говоря, уже думал, что этот план провалится и этот ролик не выйдет. Но я не стал отчаиваться и решил попробовать кое-какую маленькую вещицу. Под место, где у нас стакаются лодки, поставить полублоки. Все, я уже... Блин, я ладно. сначала думал, я буду орать, Класс. когда нас работает. И я просто рад. Все, отлично, замечательно. Я решил сделать 2 спусковых механизма, которые будут смотреть в разные стороны. А еще сделать всему этому делу, ну, хоть какую-то крышу. Внутри пока что она будет пустая, потому что я не придумал самый удобный способ, по которому можно забираться наверх. Наверное, логичнее всего было бы сделать водяные лифты, но сейчас они наносят урон. Ну и теперь, наконец-таки, можно звать людей и показывать вам их реакцию. Взлетай. А меня не позвали, меня не Сейчас я тебе пригласили. покажу тему. Деловой. Что ты там на остров бухтел? Пошли, будем эксперименты на тебя ставить. Пошли, уголек, прикол тебе покажу. Не-не-не, просто вот чуть-чуть. Ой, ну вот уже. О, прикольно. И так типа в любую сторону мы. А меня тэпнет на секретную базу дровосеков, да? Да, иди вперед. Все, я понял, это прикольно, это прекрасно. И потом, после того, как ты шагнешь вперед, я тебя не увижу. Окей. Все, давай. Ничего себе, вот это да. И Нормально. теперь же при помощи такого прекрасного способа я могу позволить себе пролетать тысячи блоков совершенно бесплатно. И если видос понравился, не откажусь от лайка. Ну и огромное тебе спасибо. Такие штуки можно делать по всему серверу и летать спокойно. Это неплохо. Человеческий пулемет ужас. Звучит не очень. Главное, в гору не врезаться. Ну так строить не перед горой, а так в целом будет вполне себе нормально.